Здравствуйте, меня зовут Анастасия Макарьева. Я представляю международную исследовательскую группу «Борьба с засухой через восстановление экосистем. Вызовы и возможности». Петербургский институт ядерной физики и Технический университет Мюнхена. Благодарю за возможность участия в этом важном обсуждении. Какова роль леса в круговороте воды? При фотосинтезе устицы зеленых растений листьев зеленых растений раскрываются, чтобы захватить углекислый газ из атмосферы. При этом на каждую захваченную молекулу углекислого газа из внутренней влажной среды листа в атмосферу испаряется несколько сотен молекул воды. Этот процесс называется транспирацией. Транспирация увеличивает содержание влаги в атмосфере. Спутниковые данные позволили установить зависимость между локальным содержанием влаги в атмосфере и количеством осадков. Эта зависимость имеет нелинейную природу и соответствует двум атмосферным режимам – засушливому и влажному. При малом содержании влаги, то есть в сухой атмосфере, увеличение влагосодержания практически не приводит к увеличению осадков. Напротив, во влажной атмосфере даже незначительное относительное изменение влаги приводит к многократному относительному изменению осадков. Осадки происходят, когда влажный воздух поднимается и охлаждается. Подъем воздуха сопровождается горизонтальным притоком воздуха к области подъема. Этот горизонтальный приток воздуха приносит влагу, которая компенсирует речной сток, образующийся в результате осадков. Таким образом, лес с его эффективной транспирацией поддерживает высокую влажность атмосферы. Это обеспечивает достаточное количество осадков и приток атмосферной влаги, который питает реки. Существование двух режимов, влажного и засушливого, объясняет, почему нельзя бороться с засухой просто высаживанием произвольных видов растений. Испарение ими влаги в процессе транспирации может ухудшить, увеличить засушливость, уменьшив запасы влаги в почве, но не приведя к увеличению осадков. Пример испарения в засушливом режиме – сельское хозяйство в Саудовской Аравии, которое привело к истощению подземных вод и прекратилось. В ходе эволюции естественный лес создал на суше влажный режим. Лес является источником влажности и для прилегающих к нему регионов, в частности сельскохозяйственных. В Бразилии в одних и тех же климатических условиях, в районах, куда чаще дует влажный воздух из амазонского леса, собирают два урожая, а там, куда не дует, один. В России лесной пояс непосредственно прилегает к сельскохозяйственным регионам. Сохранение лесов является гарантией благоприятного и устойчивого для сельского хозяйства климата. Лес образует зеленый океан на суше. Почему для предотвращения пустыни важно сохранять именно ненарушенные леса? При вырубке леса или после пожара транспирация падает, повышается температура, понижается относительная влажность. Экосистема насильственно переводится в засушливый режим, и этот переход может оказаться необратимым. В России опустынивание в значительной мере затронуло Калмыкию, несмотря на ее близость к большому водному бассейну Каспийского моря. Есть аналогичный региональный пример опустынивания на берегу моря. Это греческий остров Родос. За последние 30 лет вырубки, обширные пожары привели к уничтожению большей части естественных лесов. В результате реки на острове иссякли и текут только во время сильных осадков. Появились проблемы с пресной водой, и пришлось строить искусственный водосбор за сотни миллионов евро для снабжения населения острова. Важно, что молодой восстанавливающийся лес не может регулировать водный режим так же эффективно, как зрелый естественный лес. Засушливость усиливается. Восстановление естественного леса и его гидрологических функций занимает десятилетия и столетия. Аналогичные процессы происходят на западе США, где под эгидой предотвращения пожаров выжигается естественная растительность. Это усугубляет засуху и уменьшает приток атмосферной влаги. Река Колорадо находится на грани исчезновения. Это приводит к падению продуктивности сельскохозяйственных угодий. Несмотря на увеличение посевных площадей, производство США падает из-за усиливающейся многолетней засухи.
Дефицит сельскохозяйственной продукции увеличивает опасность обезлесивания, следовательно, засухи в Бразилии и других странах. И так засуха экспортируется из одной страны в другую, разрушая основы существования человечества. Таким образом, транспирация естественного леса увлажняет атмосферу, обеспечивая устойчивые осадки, приток атмосферной влаги и полноводность рек. Естественный лесной пояс оказывает стабилизирующее воздействие на круговорот воды в соседних регионах, включая сельскохозяйственный. Это гарант устойчивости круговорота воды. Рубки и пожары нарушают эту устойчивость на десятилетия. Восстановление круговорота воды в регионах, уже попавших в засушливый режим, является крайне сложной задачей, поскольку на первых стадиях восстановления растительности при увеличении транспирации может наблюдаться уменьшение запасов почвенной влаги. Поэтому даже небольшие по площади естественные леса, сохраняющие гидрологическую устойчивость, являются ориентирами для лесовосстановления и имеют большое значение для борьбы с опустыниванием в южных регионах нашей страны. Локальная борьба с засушливостью должна включать инициацию ускорения естественной сукцессии, естественного процесса восстановления и меры по удержанию дождевой влаги в ландшафте. Вода – это основа жизни на суше, и сохраняя естественный лес, мы сохраняем эту основу. Спасибо.